Ждем или началось? Так, ассаламу алейкум, приветствую всех. Напишите, если видно и слышно меня. Как меня видно, как меня слышно. Видно и слышно, брат. Все. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Не слышно. Аслан, зависает связь. Аслан, виснешь. Слышно. Зависает. Маш воль, астамаш шалхиль. Все, вроде бы. Опять виснет, да? Все, работает, нормально работает. Что-то у меня тут туда. Так, не виснет. Все отлично. Так, у нас тут очень жарко, поэтому я нахожусь высоко в горах, ну, относительно высоко в горах. Да. Так, добрый вечер. Сейчас все нормально. Добрый вечер, Вирджиния. Вирджиния Вульф. Вольф. Так, сейчас мы... Так, видно, слышно, все отлично. Так, норм, сейчас все нормально. Добрый вечер, добрый бол. Так, я тоже не совсем понял. Не годится, да, точно. Так, Гучи связь. Так. Так. Гойсо, гой, хези, гой. Да, слышно. Отлично. Давайте начнем. Так, сотейпан милуху я читал воркуза. Сотейпан наш хоу, муцарю, мазархо, олохтрах. Не наса эхкию. Так, дальше что? Так, видно ли? Видно ли? Так, добрый вечер. Киев вас приветствую. Приветствую, Сергей Исаев. Так, Ильяс Чеченец. Аслан, как же так? Если кафыровец твой родственник, то он хороший, ну или как минимум неплохой. Я вообще-то хотел начать с другого. Давайте мы к этому по всему вернемся. Я надеюсь, у меня связь будет как-то себя поддерживать. Вы мне сообщайте. Поэтому пока можете вопросы не писать. Я хотел сегодня затронуть тему, главную тему, которой мы давно занимаемся и которая нас очень сильно волнует. Ну, у нас их две сейчас на сегодняшний день. Это привлечение к ответственности за преступления во временно оккупированной Ичкерии. Кадыровский режим, путинский режим и марш, который мы будем проводить за верховенство права и справедливости. Сегодня, как я ранее говорил, если вы помните, тот, кто смотрит меня, наверное, помнит, в 2017 году были убиты 27 молодых людей в нашей стране, были задержаны и бессудно казнены. Вот непосредственный исполнитель этой казни был Темирлан Мусаев.
который сегодня или вчера уже, когда это было, по-моему, вчера это произошло, погиб в ДТП. Это был непосредственный исполнитель, там есть еще исполнители, об этом следствие знает. И этот человек погиб и сгорел в машине. То, что он сгорел в машине, у меня чуть-чуть возникает по этому поводу сомнения, что вдруг его могли там скрыть, спрятать, да, людей убивать они умеют, поэтому могли любого человека, его комплектацию, он такой жирный был, могли посадить в машину, сделать аварию. Может быть, это не так, может, просто ликвидировали, потому что человек с 5 классами образования, которого сейчас хотели, ему говорили, по крайней мере, будут его назначать замом министра внутренних дел во временно оккупированной Ичкерии. Так вот, самый главный убийца именно этих ребят, да, Тамерлан Мусаев, вчера погиб. Что я могу сказать? Значит, работа, которая проводилась многими правозащитниками, Новой газетой, другими людьми, принесла свои плоды. Вот это была очень важная тема. Это тема к тому, что это ведется к тому, что Кадырова будут смещать. Не потому, что кто-то о нем плохо говорит, да, там еще как-то, потому что есть факты. Факты, которые непосредственно могут обвинить, доказать вот этих преступников. И это огромнейший успех определенных людей. И я от чистого сердца, от всей души выражаю им огромнейшую благодарность. Я надеюсь, по-чеченски они меня поймут. Баркалла. Всем, кто принял в этом участие. Второе. У нас намечается марш. Марш намечается на 6 августа, как я об этом говорил, на 6 августа этого года. Марш состоится из Страсбурга. Начало в 11 часов, до 12 будет митинг, с 11 до 12, и после 12 мы пойдем пешим маршем от Страсбурга до Женевы, до штаб-квартиры ООН. Для того, чтобы международные институты, на которые тратятся сотни миллионов долларов, евро, выполняли свои функции. Да, вот в таком положении мы находимся. Да, нас отдали на откорм. Да, многие чеченцы отвернулись от принципов демократии, о которых так много нам говорили. И причина это в большей степени я обвиняю в этом западные институты и непосредственно конкретных лиц, да, фамилии мы тоже знаем, которые занимали тогда важные должности, которые могли влиять на это. Именно поэтому у нас пока не принимают. Но это не значит, что мы должны отказаться. Мы должны или показать недееспособность, абсолютно никчемность этих институтов, или мы должны привлечь Путина и его банду к ответственности. Всех до одного, до единого. Это мы обязательно будем делать. Чего бы нам это ни стоило. Как мы знаем, когда я организовывал митинг, мы организовывали митинг в Берлине против лжи и депортации, некий деятель пытался сбить эту волну. Точно так же, видя, что мы сейчас организовываем этот марш, этот деятель, который много раз обещал на меня не катить, не говорить вообще обо мне, а вот опять по странному стечению обстоятельств, по странному совпадению, опять происходят на меня вот наезды. Но они могут дискредитировать меня. Я абсолютно не святой человек. Я абсолютно обычный, такой же, как все вы. Я даже скажу, что я хуже, чем все вы. Но при всем при этом
это дело мы доведем до конца, кто бы ни пытался его дискредитировать. Как бы его ни пытались дискредитировать. И отмазки о том, что да у нас это не получится, да это все ерунда, у меня дома родственники, у всех дома родственники. У Саида Амина Ибрагимова тоже есть родственники, у других людей тоже есть родственники, у Ахмеда Закаева есть родственники. У всех людей, кто занимается этими делами, есть родственники. И также мы будем заниматься этим делом вне зависимости. Будут нам угрожать, да, мне поступает очень много угроз, в том числе там, мне угрожают новичком, пишут мне, угрожают, по-разному тут происходит это все. Лично мне на связь выходят, встречаются со мной, да, думают, я, может, не встречу, ну, по-братски как бы тоже происходит это все. Ну, всячески пытаюсь. То же самое происходит и на Саида Амина, оказывается, давление, да, полностью оказывается и на других участников Координационного совета. Про других я до конца всего не знаю, потому что я этим пока не занимаюсь. Я занимаюсь вот своей определенной работой, и как бы, ну, многие вещи мы друг другу не говорим. И я знаю, что на Саида Амина оказывается давление, оказываются угрозы, пытаются выйти на связь, пытаются внедрить в наш Координационный совет людей. Огромная работа ведется, огромнейшая работа проводится. И вот так сейчас получилось, что вот появился деятель, который нас начал разделять. Но это просто человек расчехлился. И ничего в этом странного нет. С этой риторикой эти люди, много людей обманули. Вы прекрасно помните, какая ситуация была в Сирии, когда демократическая общественность, мусульманская общественность вышла против многопоколениями уже передающейся власти тирана Башара Асада. И сперва были побиты, потом были убиты протестующие. И тогда, когда народ восстал, и получилось очень такое сильное, мощное сопротивление. Очень сильное сопротивление. Город за городом брали повстанцы. И в конце концов дело дошло, что уже начали бомбить там окраины Дамаска, И в этот странный момент, когда все у людей в Сирии, у граждан Сирии, сирийского государства, было все отлично, там были чуть-чуть радикальные, там были нерадикальные, и они между собой находили язык, там были демократические силы, там, ну, всякие силы были. И, ну, они между собой всегда находили язык. И появилась странным образом такая организация, как сперва она называлась Исламское государство Ирака, потом оно начало называться Исламское государство Ирака и Леванты, часть Сирии, потом уже весь мир захватили. Так вот, они начали разделять вы и мы. Я призываю всех, мне абсолютно без разницы, каких вы взглядов. Я хочу нас объединить, а не разъединить. Я хочу донести до нас, до вас видение свое. Мне говорят, что ну, ты понимаешь какие-то вещи, и когда ты разговариваешь в своих эфирах, ты не до конца разжевываешь. И люди некоторые не понимают. Мне иногда кажется, что я слишком разжевываю. Ну вот мне говорили, сегодня говорили, что вот ты не доразжевываешь, надо вот всем людям донести. Не все могут понять ситуацию. Что можно по этому поводу сказать? Ситуация разделения происходит. Специально идет направление нас разделить. Ну как так можно? Почему люди этого не видят? Нохчи, хаусиш, вай асмацаалла шу иш дуеш, сунс ханнин элч долш долхум, массерна ба иш, мадец его, мечаю шунису, мечаду бусал бдин, аш багар бага дуич дол бусал бдин мечаду, мечаю шунису, аш цансаго алла долш, сюегла цадуш. As I ellir ellet ima töyshu. Wai khartsu yatsitach. Michadu as duits dolo busel bedintach. Busel bedint
حجميات يتومن بوسل بدينو حون ميلش أو حون خأبنا ميلش أو تا خأم بنا إهم قستأدي تلي وق أو خت بي مدي ألدات واي سوق قشو حوش أو سهور دينا كيرنا شوز كيرنا هنس خوز ديت دوش قشو أشمو تانساته إخساته و سو доступны у Facebook чуаусо, Instagram чуаусо, куш чувствуя язычхена, а жоп целуш витен цасаг мауат. Хатун цахотташ, аш иш вай дюк шмаду специально вай дюк шмаду. Вай дик армаду хут идеенаг. Вай куза цабарт хули алгин чулт я. Нис и вай митинг я дюлдел чулт я. Шавига вай эрвал вулвелчена. Сун рейсбоч бол нах. As Duitsland, Scharqana, as Oorstel, human reisboot, bol nach Mabar Berlini, Bergen, meeting gitra. Hund elche, sa ist patrot khiller, tsun ist patrot khiller, way roshan, mostri, madat, way tawejri, madu, way taqam, madu, way chalghadin, dughadin, khallakdin, lech, tijleishe situatie, madu, bagwol muderdu, shurdu bol. Kadyrevich so ubochwe gui, at sagu hartsdeg duits, at sagu hartsdega tsaolsh, tsahum dat sorlats allag, nara bog, khikhirduy, saylats allag, tsatsu bagardoch, esh sabuch, wallahi dat so allag, esh sabuch, esh büttag biuy лицемер. Он говорится, по оговоркам узнаете, а сайхан ага вычхена с оговорк, моя царь хиллаг. Из-за маду харцдек цу олаг. Из муди сирдуи, мухирдуи алишсуик, бусалб надат свой, бусалб сагу эшби тишмаяц, кюрш хилишу бусалб саг. Харц алилш хилишу шусаг, наркоман хилишу шу бусалб саг. Эшбуч хилишу шуац бусалб саг. Иу лицемер, иу суна Mosta Ubozu. Als Reiskrimatla Düzerdu und als Reiskrimatla Hadindela, Reiskrimatla Jurditz dies, amma suner Nochimatla Dizler. Amma waik Hoshkinacha bu, Kish Om Nachabu, way Sagatish, way Dotri, but Sundel als Reiskrimatla da Düzerdu. Я буду говорить сейчас на русском языке. Нету ни одного случая, чтобы этот человек не соврал. Ни одного случая. Когда мы делали митинг, единственный раз, когда он соврал, а потом признал, что он соврал, это был один случай, когда он признал, что он врал. Потому что это было слишком очевидно. Да? В субботу, в шаббат евреи не выходят. Это просто было смешно так нагло врать. И он не сказал, кто ему сказал. Ну, мне прислали, я сказал. Вот у меня возникает вопрос. Он говорит, мы от вас чисты. Мы, я это. У меня есть товарищи. Вы их все видите у меня на видео. У меня есть друзья в Фейсбуке, тоже я открыто общаюсь. Я признаю свое правительство Ахмеда Закаева. Кто вы? Вот у меня возникает вопрос, кто вы? Вот этот один человек, который сидит, и там какая-то молодежь, которая помогает. Кто вы? От кого имени? Если я что-то скажу здесь не так, если там какой-нибудь кадыровец окажется моим родственником или моим другом, или я окажусь в каких-то контактах, у меня есть мои товарищи, которые через секунду мне позвонят и мне скажут, это что такое? А ну-ка, пожалуйста, отчитайся вот за этот вопрос. А ну-ка, исправься. И сегодня на эту тему мы говорили. И сегодня с меня требовали отчет. Потому что я принадлежу к команде. К какой команде принадлежишь ты? Например, ты говоришь, что ты враждуешь. Я не враждую с тобой. Мне не нужна с тобой вражда. Я враждую не с собаками, с которыми ты сцепился, а с хозяином этой собаки. Твой уровень собака, вот с которой ты цепился. Мой уровень враг имперская Россия и убийцы, и террористы. Поэтому ты мне не враг. Ты не можешь быть априори моим врагом. Понимаешь? Ты мне говорил, у нас личная неприязнь. У нас, если была бы личная неприязнь у меня к тебе,
я бы тебе не звонил бы, я бы тебе не говорил бы, не помогал бы в одном деле, по которому ты прекрасно знаешь. Ты хаваридж, ты принадлежишь вот к тем, которые уничтожили сопротивление в Сирии, пришли из Ирака, а из Ирака это партия Баас, ИГИШ организовывала партия Баас. Партия Баас это было подобие, маленькая копия ФСБ, КГБ, еще со времен Саддама Хусейна. И вот эта организация создала вот таких хавариджей. Да, там были искренние ребята, как в любом деле они бывают искренние, но они были обмануты. И я призываю всех, кто искренен в этом деле, разбираться всегда в вопросах. Не говорить огульно, не разбираясь, не ввязываться это во все. Поэтому не надо придумывать разные вещи. Есть много вещей, которые можно говорить про этого деятеля. Но их так много, что их нельзя не видеть. Посмотрите, вы прекрасно вот предайтесь логике. Есть такое дело, как чекизм, ФСБ. Я в своей жизни повидал этих ФСБшников, да, этих преступников. По роду работы. Сразу оговорюсь, чтобы опять не вырезали и не выложили этот момент. Так вот, эти ФСБшники, их задача только лишь бабки. Нету идейных чекистов. Может, когда-нибудь они были в самом начале, когда был этот большевизм. И сейчас эти же большевики, необольшевики, запускают вот таких нам людей. И они нам объясняют, что вот это кадыровцы. И за все это время, за все эти годы, мои друзья, мои товарищи, мои единомышленники, мои соратники никогда меня в этом не обвинили. Ни один мой знакомый друг меня в этом не обвинил. Я жил в Москве 18 лет. Ни один человек, можете спросить, кто-нибудь мог меня заподозрить в том, чтобы я там продался врагу? Если бы я продался бы врагу, я бы работал бы не связи, да? Причем это очень такая деликатная работа, это связь. Туда не попадет, кто попало. Если ты не постукиваешь, таких других туда не возьмут. Так вот, я бы работал бы, как работают сейчас мои коллеги, мои сокурсники, которые со мной учились. Они работают замами министра, замами прокурора, другие третьими там посты занимают. Я бы не сидел бы в Москве и не работал бы адвокатом. Я бы стал бы в систему и пахал бы, как многие пашут. Причем меня бы мои коллеги, мои друзья, с которыми я дружу, работаю, русские имеются в виду, не чеченцы, они меня не обвинили бы, что я вот там перебежал на одну сторону, потому что я не воевал, я не жил дома, я не жил в свободной Ичкерии. Эти 3 года прожили без меня. Я с 95-го года не жил в Чечне. Приезжал, уезжал, и все. Там много какие вещи можно рассказывать, много можно вещей обсуждать. Да? Мы не можем посвятить отдельный эфир этому надо. Но я к чему это все начал? Есть такая тема, идеология КГБ, да, их. Она строится на власти и деньгах. Уберите оттуда власть и деньги, и ни одного идейного чекиста вы не найдете. Ну, может быть, какого-нибудь садиста, который просто хочет убивать, пойдет за бесплатно это делать. Ну, их будет очень мало. Все чекисты, все КГБшники, ФСБшники, они работают, и их стукачи, их миллионы. У КГБ, у ФСБ есть миллионная армия стукачей. И они разного рода люди, подготавливаются разного рода. И есть шашлычник в ресторане в дорогом, который может шашлыки готовить. Есть профессор в университете. Ну там чем угодно занимаются. Везде нужны свои глаза и уши, чтобы доносили. И вот все эти люди работают за бабки. Все эти люди работают за бабки. И самое главное вот у этого деятеля это бабки. Я много следил вначале за его деятельностью, пока разбирался, потому что у меня была информация, и я не хотел верить.
Потому что я сам честный человек, и хочется верить в честность людей. И всячески отгонял эту мысль. Но вот идут сообщения. Ты очень хороший, ты смелый, ты крутой, дай Аллах тебе это, дай Аллах тебе то. Там комментарии идут у него. И один комментарий среди них, где говорят, я бы перевела тебе деньги, там одна женщина пишет, я бы тебе перевела деньги, как мне тебе это помочь? И стоит лайк, сердечко, да, когда хозяин канала может поставить сердечко. И так везде и всюду на обеспечение переходит. Так это первый признак, когда самое главное для человека деньги. Да, любой труд должен оплачиваться, я не спорю, надо помогать, надо там, если человек занимается этим делом, надо помогать. Но если кроме этого это стоит на первом месте, это очень опасный симптом. Это надо заметить. И идейных нет, я еще раз говорю, только за бабки, только интересуют бабки. Следующее, Donat.ru, я об этом писал, я об этом создал ролик отдельный. Donat.ru – это русская программа, это русская платежная система. Все, кто отправляет через Donat.ru, они эти деньги остаются полностью в счет, да, если вы с карты отправляете, или с телефона вы отправляете, или еще как-то вы делаете, все данные отправителя остаются. И я этому человеку писал и говорил, и его товарищам говорил, там, в Фейсбуке об этом писал. Отдельный ролик у меня здесь есть, я об этом делал и говорил, что Donat.ru – это русская тема, Telegram.ru – это ФСБшная тема. В конце концов, если есть хоть малейшее сомнение, что это ФСБ может контролировать, то надо от этого моментально отходить. Но нет, Telegram очень удобный, Facebook очень удобный. Нет, не надо нам Facebook и так далее. Но Telegram это все хранится на серверах ФСБ. Дуров, хозяин этого Telegram, как бы хозяин, да, ФСБ хозяин этого всего, как ВКонтакте и всего остального, Яндекса и других. Дурова вот буквально недавно рекламировал Russia Today. Russia Today всем известный канал. Он не будет меня рекламировать. Я говорил, убери этот Donat.ru, есть вот этот суперчат. Но на суперчат не каждый может посылать деньги. Это раз, а во-вторых, бабки это самое главное. И если нет этих бабок, если нет этого Donat.ru, ФСБ не может узнать у Ютуба на каждого. Да, если проходит человек по терроризму, есть возбужденное дело, есть доказательная база, ФСБ может отправить в YouTube на этого человека досье, и этот YouTube... Их юристы оценивают это и говорят, да, это реальное дело, это надо предоставить информацию. И в таком случае YouTube может предоставить. Но это целая морока для ФСБ. Проще, когда ты сам отправляешь деньги, и все его подписчики, все, кто посылает ему донат, они там остаются. И если об этом тебя предупреждают, и это Donat.ru, это открытая информация. Если человек не убирает, что это такое? Вот и все. Просто есть вещи, там много что можно рассказывать, очень долго и упорно. Но почему-то люди не хотят анализировать. Мне не жалко его, мне жалко вас, Нохчи. Мне жалко ребят, которые могут пострадать за это. И все. Я вот сейчас хотел бы по каждому пункту ответить. Да? Меня просили не отвечать, меня мои товарищи... Некоторые люди просили, оставь, не трожь, не будет это самое. Но оскорбили не только меня. Меня-то назвал. Мне без разницы, как меня он называет, как меня там другие могут назвать. Я к этому отношусь очень смешно и спокойно. Но есть вот, уделим, да, раз такое дело, уделим вот 6 минут этой речи. Я буду по пунктам вам отвечать, чтобы каждый из вас знал, что этот человек лгун. Я псевдопатриот ичкерийский, он говорит. Вопрос, вот о ком бы из людей, которые как-то высказываются против российской власти, вы ему не задали вопрос, у него всегда есть что-то негативное, что сказать об этом человеке. Он говорит, что я говорю о любом человеке, о ком бы кто негативно не высказывает. Но это ложь.
Я задал, ну сейчас он будет это говорить, я это буду сейчас озвучивать. Это ложь. Я поддерживаю тех, кто против российской власти выступает. Это он не выступает против российского, он против кадыровской власти выступает. Понимаете? Он против собаки выступает, а не хозяина этой собаки. Понимаете? Вот в чем вопрос. Вы спрашиваете его, что ты можешь сказать о Тумсо? Он говорит, он отвечает, да он всегда врет, одевает Всегда врет. военные вещи. И вообще плохой человек. Масса негативных отзывов. Масса негативных отзывов. Да, совершенно верно. Масса негативных отзывов. Так как я пытался наставлять. Я говорил, как мог по поводу того, чтобы этот человек вышел на диалог. Этот человек не выходит со мной на диалог. Ну давай обсудим, мы же с тобой братья, мы же с тобой одно дело делаем. Да, давай обсудим, разберемся. Нет, не хочет разговаривать. Потом мне говорят, его сейчас депортируют, почему ты, правозащитник, не возьмешься и не делаешь за него обращение. Я сделал обращение. Вы видели реакцию на это. Я протянул руку, я до этого протягивал руку. Я протягивал ее не потому, что у меня нету там какой-то там чувства собственного достоинства. Я его протягивал, потому что этот человек должен был, если он искренен, протянуть эту руку. Нет, он не протягивал эту руку. Вот я сделал обращение, вы видели его реакцию. Дальше слушаем. Вы спрашиваете его, что ты можешь сказать о канале, телеграм-канале Я Мертвой, который изобличает предателей? Канал Я Мертвой – это вот детище этого же деятеля. Эти люди, я сказал, что это не к месту. Это выглядит как провокация. Я сказал, будьте любезны, не делайте этого. Это сейчас не профессионально, не актуально. Почему беглых кадыровцев, безногих, надо бить? Давайте, здесь есть много других, и мы делаем сейчас марш. Мы за права. Понимаете? Мы за права. Мы не можем сейчас появиться и избивать. И это мое мнение. Дейна Алтхулиль и Кадырова Арбишчун. Просто вайцапейди ададишма. Вайцам ветсигар хавинаг сун водеш набук сигар хабехкан. Водеш полностью реабилитироваться дагеч. Набук команте. Так разные мабуть они разные эго yok болған нахабу. Тақирвел болған, вышт болған, ашна ирвел болған, курау сонтал болған хаж дуаққо бойла, қиятта шашли илешбек, ук урбуй, техайоч, техай палхир бош урбуй. Иду ас'аллак. И он говорит за всех. Я мертвой там и так далее. Про Кутаева то же самое он здесь говорит. Он говорит, что я сказал Кутаев сказал, что Закаев правительство не сделало. Ма'ала официально. Айхудин алатах. Хомауи цадеш алатах асхардина. Маршу некан. Не Кадыров давак цавак. Это Кадыров давак. Цахум хитслуш дать нахе. Кадыров давак хитслуш дать. Гаск эйдал ду дадах диште. Гаск эйдал эрквас диште. Чур. Войнохчи чур. И душа дега. Вот в чем вопрос. Поехали дальше. На российскую власть. Ничего хорошего не могу сказать. Вот, он называет 3-4 и говорит, что я за всех это говорю. Эш пшмабуешь, эш пшбуш, чуега бусал бывает. Боас. Но сейчас они уже такие исправленные, они ему помогают, их тоже закидывают. В общем, плохие ребята. Что ты можешь сказать о Воефонде, о чеченском благотворительном фонде, который помогает людям, который занимается правозащитой? Ничего хорошего не могу сказать. Это пиарщики, это люди, которые вредят нам. И вообще это не вы, то есть не наш фонд, это целый фонд. И так про любовь. Он говорит, что я правовой фонд сказал, что они пиарщики и так далее, что они вредят нам. Я не говорил, что они вредят. Я лично знаком с Мансуром Садулаевым, и у меня есть с ним
абсолютно человек меня просто заблокировал, и все, и исчез. Наши отношения прекратились. За ровном месте он вот точно так же попросил меня поддержать его, я отказался поддержать против там нашего правительства, и он меня заблокировал. Но я не говорю про Вайфонд плохо ничего. Я сказал, это ЦР-фонд в Фейсбуке как-то, или и здесь я это сказал, ЦР-фонд, да, это их фонд. Потому что если бы он был Нохчи-фонд, я знаю человека, который обращался, ему не помогали. И они занимались колодцами в Африке и так далее. Я знаю, они занимались помощью, там был сбор денег на границе Польши, я это знаю. За это никаких вопросов, все отлично. Я знаю, что там есть ребята, которые занимаются правозащитой, абсолютно адекватные, отличные ребята, у которых у меня вообще нет никаких претензий. Одного я точно знаю очень хорошо. Вообще никаких проблем с ним нету. Поэтому занимаются правозащитой, и ею надо заниматься правильно, конечно, да. Надо не отдавать, ну, не будем сейчас об этом, надо правильно чуть-чуть заниматься правозащитой. И таджимал ахчадистига, атубистига. Поехали дальше. Про Кутаева ничего хорошего. Ни про кого я не говорю хорошее, он говорит. Ребят, которые просто не выдержали эмоции и нервы, они там побили какого-то сотрудника российского безногого. Тоже негатив один. Вот он говорит про тех ребят, которые побили этого сотрудника. Я говорю там тоже очень плохо, один негатив. Я про тех ребят, которые побили, не говорил ничего плохого. Я сказал, что эти ребята не должны этого были делать. И сказал, что я их понимаю на самом деле, как они себя ведут. Потому что вот такие провокаторы, они этих людей подбивают на это. Эти ребята, про них я вообще не говорил плохо. Вот человек заявляет, что я про них тоже говорю, только негатив. Это я сказал, нис да цердинек. Цаюш, как бочвал, пекар халатиет, дукукина букуза. Ничего хорошего не может сказать. Но что ты можешь сказать о своем односельчанине, о своем дальнем родственнике, о явном кадыровце, который не скрывает своих симпатий к Кадырову, к оккупационному режиму, который ездит домой и дружит с Кадыровым, с семьями, дружит с Кадыровым, фотографируется с ним, кричит, что Ахмат это сила, носит их символику, их футболки, их формы, и живет вместе с тобой в одном регионе, на одной земле, в Германии. Что ты можешь о нем сказать? Я ничего плохого о нем сказать не могу. Он мой дальний родственник и мой односельчанин. У меня нет с ним никаких отношений, но плохого ничего я о нем сказать не могу. Да, тут он меня вставил в ролик и там показывает. Так вот, он говорит, что у меня нет никаких отношений, этого недостаточно, что я со своим родственником прекратил отношения, не здороваюсь даже. Когда я приехал, я здоровался, я пытался как-то, этот человек был на нашей стороне, на стороне Ичкерии, но так получилось. Он тоже ездит домой. Как у Тумсо есть родственники, которые дома живут и которые тоже не говорит про них Тумсо плохо. Также Исайхан тоже ездит домой, и ему, наверное, тоже угрожает опасность. Но цаумду Тумсо Сайхани да дундбош, да гештуэльцун, изач оqunasa говорит, чун маслури ацарас Исамбол онаша, да цамас, да гештуэльцун. Изит ханен дач улишисак хилу. До сих пор тханана от сайханаца дикнигуни маранашан ишта чогергалу должнабу. Ишенуqi itqaneen qoybuish. Üssaneen mecribu. Asa Kadыровчан al klappaобразныш, alla shadek, alla düç, aşu düçerdu soqir way sosatsuay dawat, del shawotsak. Sanaq wash ghartsu al sotsarusо, qisosatсируат санадас. Так, отношения с бошель, сайдальные родственники ценят, отношения с бошель. Мух қиқулларю харцу. Сюк ахиан и бюхумаю гораду ба бохцу сюк. Я не могу это говорить. Сайнанлар, сайненвайлар. Саума дюцердац бос. Отсагва цаят анасаган ямартлу цейни хасун.
отсага цасаг вицевит не хасун, ша вицеви не хасун. Аксацун дить я не могу. Сайгилку мне не позволяет это говорить. Обсуждать своего сайненвай. Ненвай целярек сагвац олшдуай. А сайненвай лерра, ненвежри лерра. Лорор бу. Из-за этого суна дадайккан мабу аз гергалу. Дэл тхунюк итесен дол гергалу тхунюк адайц бохкас. Қиху әл дизас. Қиху да дизас. Амел мадаци, яуна хунядина гуй лице сунам бәхча бәр бирду. Со цахам душун, со хунок те эрвол шхена, харум аз дул де шхена, со дукканю от Facebook чаяз де шволш митинг шлил шедек де солил шхена. Сүйк эйлер, тамуц эйлер, маситтаму эйлер. Аслан, делла ха иш сагуацер. Хун бүйөче кулларю, хун харцу үйцерю, кирамам бүйчадат. Просто хун ишайл бүйгылт июттарю. Харсан болнах, бориш тарсуек бийцдаш. Хирбу ишам. Хал غير حونر دقيق ديتارا بيغر سوق تا اسو ايلر اس ايلر عجان بوس ثاني ايلر قسي يخش خيرو سوق دائما حشو حون اوغر دوق ديش دلهم قدني انچوا حون اوغر دز دل قوم انچوا حكستو ما چي دوغان كيتشول غاستوكي خان حيخز كيتشول ها دز كستو ما چي دوغان حالاتشول حون اوغر دوق ديش دلهم لا تخطل وادو جد بيغل وادجا علش خلشخينا حي خط حي كستوماتشي حي ماتشي بيغيش تشو ولا حي يتسر دريا حي اوغر دوخ ديش طولوما يتسر دريا لرتسو اشت علشوسا ايش كيري سون بيغل ديت سو بيغوية سون شينلو اغابا سون تحوم لتردات دوتك دق صدولشتو اس بريزنات ديردو سو سويتوي وات سو ايديالني وات ام بقدو او نيقان سو يامر تخلاوات خيروات دال مؤلا دال حيق لاسو вита дал мула. Цундела ишт вопрос ду. Остальное болтовняш, юй болтунш. Иш эраню иче. Так, дальше ладу ворой. По материнской линии и никаких. Всевышний Аллах говорит в Коране, в суре Мухаммад, он говорит о лицемерах. Если бы мы того пожелали, говорит Аллах. Ну, короче, он тут про лицемеров говорит и так далее. В этом человеке. Сейчас я хочу Надуманно вырвал из контекста слова, разговоры. Этот человек, когда только перешел границу, в Грузии еще находился, да, и я знаю, кому он в Грузии туда ездил, с кем он там встречался, я знаю. Я знаю с теми людьми, с которыми он на мотоциклах ездил. Я знаю, что один из них, из которых из его круга, а значит и другие, возможно, это люди, которые работают на ФСБ, агенты, стукачи. Это я знаю. Еще у меня есть информация, еще есть другая информация, и она будет накапливаться. Но это не важно. Важно, как человек сам раскрывается. Как только он вышел оттуда, из Грузии, он безосновательно тогда вынес такфир Закаеву и всем вокруг. Только и лишь за то, что они встретились, провели важнейшее событие. Заметьте, сейчас мы проводим митинг, марш, который будем проводить. Тогда Закаев встретился с русскими, закаевская сторона, и наше правительство, и русская сторона, оппозиционное Путину правительство во главе с Андреем Илларионовым. Они встретились и подписали договор, что русские оппозиционеры придерживаются договора 1997 года, когда между президентом Масхадовым и президентом России Ельциным был подписан договор межгосударственный, договор о мире. И после этого вышли люди с русскими, со своими товарищами, там англичане были, другие национальности были, я сейчас не знаю всех, кто там был, но там не чеченцы были. Кто-то выпивал там, сидел, из нечеченцев. Были жена Александра Литвиненко, который погиб на нашей стороне. Другие люди, это не мусульмане. И они танцевали. Да, может быть, это некрасиво. Ну, кто из нас ведет себя красиво? Да, может, это не надо было снимать. Но если взрослые танцуют, а молодому можно? Молодому можно?
И тогда этот человек нас попробовал разделить. Затем этот человек начал говорить мне: ты из команды Закаева, давай сейчас я буду разбираться, и я покажу вот эту свою грязь. Еще бюролю, еще задание, еще хочешь, он начал на меня это говорить. А я не в команде Закаева. Я признаю наше правительство, потому что я знаю, еще раз напоминаю, вы можете быть недовольны правительством. Ни в одной стране нет людей, которые довольны своим правительством. Но это правительство надо признавать. Потому что есть такой момент юридический. Как только у нас нет правительства, нашего государства не существует в юридическом плане. Для существования государства нужно 4 условия. Я об этом говорил много раз. Это очень важно. Запомните это. Это территория, народ. Территория, народ у нас имеются. И это неоспоримый факт. Остаются 2 других обязательства. Правительство независимое и способность этого правительства устанавливать межгосударственные или международные отношения с государствами и организациями. Прекрасно, как и я, русские, вот эти наши враги, оккупанты, не все русские, ФСБ, имперская Россия, прекрасно понимают, что надо выбить почву из-под ног. Именно поэтому несколько месяцев назад на Закаева хотели совершить покушение. Именно поэтому. Потому что надо выбить эту почву, надо нас разложить, надо нас рассорить. Вы, чужие, суна, сутом суа подписчик швеги, маждиля швеги, шар удают швеги, суна моста уэчун. Сун ца уэчун шу моста. Сапачал хью, шу любой взгляд шхалищел шушун. Шу любой чагу шаламаз да ищел штушун. Шенлу акшдийц ищел штушун. Ама пачал ханты хоуд ищел шваца. Пачал бобу. Цу бу хыл бисан бувай. Хыл отсгироиш. Хик эзгдоч. Гироиш буй. Цер сохранить бин буй. И сайда мен Ибрагима ушун. И духо буиш биц. И Закаев первый, Закаев царь шанюк, а Хаджаран Хусейн саканал те адуи. Цу те адиеш ищел штушуны. Луак да ищушун. Ам пачал хал текиди ищац. Пачал байркан текида ищац. Борзан текида ищац. Это наши атрибуты. И мага уай, цамага, иштала, уиштала. Цаум ойлейш, мичабу, ученый, уранждешан, университет чаган, академия чаган был, мичабу бусалбнах, которые говорят, что уай ички тагутю, уай уищацы, борзаться из пачал, бэц. Ца книги ешез, отцалел, брошюрки ешез, был нах бувай, гдючбеш, хошар, цуэц, хоза, сошар, цу, со бусалбау. Сосай пачал цау, сай ком цау. Далее. К тем людям непосредственно, которые либо разделяют эту точку зрения этого человека. Шухар. Кто разделяет точку зрения? Сагу точка зрения разделяйте. Я говорю, вая ху адина туамба ниц бац. Бац туам признать, дай вай. Хабаш дыч ашбеш туамба еще уж мабац. Здрасте алла аль-хавед дар или по заданию айтана цаха сунар. Хитуам беш мабац ва эра оли ца единичный ца лек кант эра оли. Ца цуна хуш результат халт иван и ца рас аль ца самоподривич. Ца хумдич хена кир луриш. Хинц уже шадул адам хирин вай астемлошан года партизаншан года ниц бац вайга. Хена хитиш. И вай бух дабахеш вай пачалк бух. Вай бограм ду пачалк ю. Но хинц вай му богрду. Вай бух больш богрду. Пачал даяхкан чултя. Правительство вай даяхкан чултя. Народы государства цяг даяхлушец. Народы территории цяг даяхлушец. Правительство цяг даяхкан чултя. Шей правительство цяг дауатен чултя. Все ет свой пачалк. Хирият свой ах пачалк. И душа дега. Хитишу. И момента цацболчан цаха и ценха и. И мадуй вайли лештег. Шайла а Закаеван рейз махил. Шайла а кичун рейз хил. Хил. Но пачалк из бух и цумна хит и ди баханду. Международное право признает 4 условия для существования государства. И в этом условии нету, что нас должны признать кто-то.
Хоть само признать вешать, хоть само признать вешать, чем цена, хоть независимо государство, независимо государство Бог, независимо от кого-либо Бог, мадуй. Царь ок, царь шея удерживает, царь юг дехкан, дючум дуй, колония удерживать, дючум дуй. Если никто не признал, то это не государство, это не факт, это неправда. Это противоречит юридическому, здравому, любому смыслу. Потому что если ты независимое государство, тебя никто не должен признавать. Признание друг друга, нас Грузия признала, нас Афганистан признал, нас турецкий Кипр признал. Признание друг друга государств значит лишь то, что эти две страны устанавливают между собой отношения. Все. Выдача преступников, деловые отношения, выдача виз, загранпаспортов, чтобы можно гости друг к другу ездить. Все. Признание государства не признает наше государство и не лишает его государственности. Только вот эти 4 условия. Народ, территория, правительство, независимое правительство. ДНР, ЛНР, которые сейчас они установили, это не независимое правительство. Поэтому юридически это не является государством. А мы, независимое правительство, являемся. И способность этого правительства устанавливать международные отношения. Это для чего, говорит? Чтобы это не оказался какой-то людоедский режим. Да, есть народ, есть территория, есть правительство независимое, но этот режим людоедский какой-нибудь. И с ним никто не хочет устанавливать, оно не вписывается в международное право. Международное право, международные институты себя так застраховали. И вот эти 4 условия должны быть. Эти 4 условия у нас есть, и государство есть. И кто против этого государства, тот враг всех чеченцев. Так, господа. Ну, короче, вот по этому деятелю, так, что он еще тут сказал? Комментарии говорят, что, мол, мы должны объединиться, нас нельзя разделять. Вот он говорит, нас не надо разделять. Нас нельзя разделять, энах. Валлахи, нас нельзя разделять. Не я вас не могу разделить. Асва соподписчик, асдуется, что хекли хумаду, асчо нисумаду, дик диз, ишвайц бац, ишвайц бу, вайшадеш цашду, ишбир биш бац. Вайшадеш галвала ищу, уразвала ищу, вахвала ищу, ама вайдик далишац. Ху адина дик цадал диш дуай. И самое главное, он дуай дик цадалар. И вай дик цадалар, вай сохранится до. Вай хал деле балец, чусада дулдер хуз Европе. Вай страшно yok потенциалю. Они нас боятся. Они боятся того, что мы их приведем в суд. Лично ты, Путин, будешь в суде сидеть, если ты доживешь до этого суда. И Кадыров, ты будешь сидеть в этом суде. Вы все будете отвечать за геноцид, военные преступления против чеченского народа. Так что не разделяйтесь, не пишите про всех, да, там в основном молодежь есть, глупые есть. Они говорят, я его не смотрел, я его осуждаю, да, и так далее. Поэтому постарайтесь объединиться. Давайте, они говорят, мы будем разделять. Он говорит, я не знаю, что за они. Его известность, его слава получилась только, когда ему начали говорить, лорд, почему мне за столько времени не звонит лорд? Ну, он мне не нужен сейчас, чтобы не говорили. Он мне к чертовой бабушке не нужен. Почему Джамбокс? Почему Шевченко? Почему он не признает Закаева? Не признает Закаева, но признает исламофоба, ФСБшного симулякра Навального. Мечающую логику, алише нашу, киет дешдат свой, ногче такам дат свой, миск халдолш такам дат свой, дик модали твой, самый главный он дуай дик цедалар. Датчун, мышценяла, выштвала, цаберт дадис, но вай почал признавать те есть. Я ти почал. Вай кам датчун. Вай халдавати нишуни. Бай изершка нах да бэхкан. Хыл дауаты угар бу бош бол он гит абол дел. Сундел бушун харсан беш гуч бойл аш беш. Вай дуйш аш беш. Сундел именно следствие вот такой политики хиц аш бол Кадырова ар бушун вайн ти хоушин гаск.
Именно из-за этого. И он говорит, а боль, десят душуной. Хиты шо? Вайдир дал мекшдец ни в коем случае. Цаму и эйлари, вож эйлари, сунхар эйлари. Эш швыч. Цабагдик дацу эллаг. Цабагдик. Суалец, нералец, дюцхир дерцу. Цундейла бэх мобил куча йоу со чор йоу жол хачак умете. Йоу ша эмоционально диться. Прошу прощения за мои эмоции, что чуть-чуть эмоционально я говорил. Но это надо было просто донести до вас. Уважаемые, любимые, дорогие мои чеченцы, братья и сестры. Не разделяйтесь, я вас прошу. Хотите, не смотрите меня, хотите, заблокируйте меня. Это несложно. Абсолютно неважно. Главное, не разделяйтесь. Сохраните наше государство. Не дайте нашему врагу наше государство уничтожить. Не дайте. Не дайте, я вас очень прошу. Иштумду. Что еще? Давайте я сейчас тогда начну отвечать на ваши вопросы. Хаджимал эмоционально так, современный донат, это да, сяду донат иш дёхкается ющен, да, сяду ла децкар вопрос, сокузар дюч аша дайкар, да это вопросом дар милвари да этнег, собардилаш. Карьер дарите, шерты тайч. Да карьер дать. Короче, дух дицас. Дайтнак тойзан вар, тойзан хайн халдаться. Юрия этасуни вопрос. Да нация дойч. Так, офицер НАТО. Аслан, подумай сам. Недавно Тумсо сказал, что не то, что поддерживает тебя, но и не вспомнит о тебе. И как только ты определил дату марш, он как будто с цепи сорвался. Тумсо слишком темная личность. Да, конечно, то же самое он сделал с этого. Слава Богу, тогда люди пришли, вышли, и будут уже люди думающие, у нас думающая нация. Да, мы чуть-чуть ошиблись, чуть-чуть ошибаемся, но в некоторых вещах. Но у нас все будет отлично. Да, лил дежду, лил дойчду, лилирду. Он только начал расчехляться. Это будет дальше. Не поддавайтесь на провокации, уважаемые братья и сестры. Так, Макс Зенин. С днем рождения, Аслан. Всего самого лучшего. Силы и терпения в борьбе. Большое спасибо, Макс. Спасибо. Кстати говоря, я хочу вам напомнить, сегодня я официально уже несколько месяцев назад объявил День блогера Чеченской Республики Ичкерия. 22 июля. Сегодня мой день рождения. Я объявляю Днем блогера Чеченской Республики Ичкерия. Ну, это, я надеюсь, потом на законодательном уровне это примут. Ну, посмотрим. Так, Интерхунта. Все поздравили Аслан с днем рождения и по совместительности с Днем блогера Ичкерии. Да. Так. Так, Аслан Хумидов, ассаламу алейкум, Аслан. Что ты думаешь про Руслана Хасбулатова? Как по мне, нам нужны такие люди. Ва алейкум салам. Я думаю, Руслан Хасбулатов предал свой народ, вверг его в войну. Нам такие люди не нужны. Предавший раз, предаст еще раз. Пускай сидит в своей Плехановской академии, и нам не нужен такой человек. Лучше у нас будет, у нас есть огромное количество умнейших людей. Нам этот не нужен. Вот что я думаю о Руслане Хасбулатове. Так, Киллер 2.0. Ассаламу алейкум, Аслан. Вопрос. Почему правительство Чеченской Республики не выдает паспорта ЧР? И будет ли это официально? То есть, будут ли защищены граждане ЧР? Их права и выбор. Баркала. Ва алейкум салам. По каким-то техническим причинам, да, я уже получал эту информацию, да, по каким-то причинам не выдают паспорта, техническим причинам, я думаю, их будут выдавать. Наши паспорта, знаете, вот установить дипломатические отношения, о котором я только что говорил, да, вот это и есть признание наших паспортов, признание наших государств. Только когда эти страны нас признают, только тогда это есть.
сегодня мы в роли просящих. Сегодня высокомерно от нас воротят нос и так далее. Но мы знаем, что мы правы, мы знаем, что у нас есть право на свободу, независимость, есть право, как у любого человека. И мы ни в коем случае не отступим от этого права. Так вот, если наши паспорта они признают, только в таком случае они будут иметь в определенной стране вес. Допустим, наш паспорт Ичкерии в Грузии, например, юридически можно доказать, что имеет вес. Потому что Грузия признала, и вот недавно парламент при Саакашвили подтвердил принятые ранее все акты, законы, утвержденные президентом Гамсахурдия, они подтверждены. Поэтому с других у нас пока в этом плане проблема у нас, да, в этом плане проблема. Но да, если мы объединимся, если мы будем работать на одну цель, конечно же, у нас будет и паспорта, и наши права будут защищаться. Пока вот такие проблемы. Алекс Адов, Аслан не боится ни Путина, ни Кадырова, всего лишь инструмент, Аслан это прекрасно понимает. Кадыров всего лишь инструмент. Конечно, об этом и речь. Пример, вот обычный пример. Смотрите, раздел земли происходил в Ингушетии, да? Ну, они там мутят, в 25 местах они эти границы начали делить. Это закладывается, как при Сталине, закладывается новая мина, чтобы когда оттуда русским придется уходить, и Россия ослабнет, чтобы у нас начались между свои склоки, вот эти все движения. Это целенаправленно делается. Так вот, когда вот эту землю передали, Евкуров с Кадыровым, вышли ингуши, начали возмущаться, говорят, почему нас не спросили и так далее. Так вот, в этот самый момент вышли люди, которые были против Евкурова, который Евкуров задвинул, Евкуров сам всю коррупцию на себе замкнул, вся власть у Евкурова была. И эти люди воспользовались и начали сдвигать Евкурова. Люди прошли и вышли за свои права. Шайхот чумадоч, лат дюршач. И ногчи лат, дала и галга лат, дала бог царь, разные бортика, но в основном царь бог. Тройка, ты что, да, скам, тхала, далуш, дала, хаюч, дала, тройка, здесь. Ногчик омегам хоч дать, ногчик амам вообще в положении. Мы знаем, в каком положении мы находимся. То же самое происходит и здесь. Против Кадырова работает огромное количество разных группировок в самом ФСБ. Ахмед Закаев говорил о том, что Бортников, директор ФСБ, ненавидит Кадырова. И таких много примеров. Центральный аппарат ФСБ ненавидит Кадырова, потому что у Кадырова слишком много власти. Этот Кадыров, они вчера этих Кадыровых, этих чеченцев, да, которые, они их там гнобили, а теперь Путин им доверяет и их уже запугивает. Задача Кадырова это же запугивать этих генералов ФСБ. И у них очень много врагов. И все, кто против Кадырова, это не значит, что это наши автоматические друзья и союзники. Нет, далеко нет. Кадыров ноль. Имперская Россия и ФСБ. Вот наш враг. Поэтому надо понимать, что надо... Смотрите, возникает вопрос. Говорят, противник Кадырова на Тумсо. Он ни разу не возразил. Где возразить? Шаял видео. Кадыров. Где возразить? Цамукан. Хауал вистхил лушвала. Хауал хакамел да лушвала. Вахи анкучан. Спокойно нас накасдувай. Ас эш мичабуэттан. Мичабуэттан. Мечт идуал шдувай. Худа диштувай. Саду куй вопрос хирдон. Чуа нэр задавать дирду вопрос. Нэр лушло вопрос. Ответ шлуш. Ва вистхилуайши. حلقة ألا أسرق هينس أبو أسرق حول ما بيقرناخ ما بيقنا ظلم كأز خيطعن خلق حو كرا دول شواخيان وي أتناس чисты خوارجوك ты самый настоящий хаваридж, ты именно тот, кто из Сирии разбомбил все это. Ты так себя ведешь. Но не потому, что руководство там было такое искреннее, которое слишком они мусульмане были и ненавидели всех других мусульман. А именно потому, что там была партия Баас, спецслужбы, которые управляли и сделали это, чтобы уничтожить
Это сопротивление. Хауэл, вистхель, любое время. Так, с днем рождения всех поздравляю. Спасибо огромное, спасибо всем большое за поздравления. Так, поехали дальше. Хаджа Насреддин, засанный казачок, не обращай на него внимания, оно сдует скоро. Да, это чин подписчик, нохчим абати духабеш. Нах подписываться. Цабя, кузабеш бу, куз Европе абеш. Ниса цабя. Он дальше подписчик цуншин гуш хульшун, если что, хаадушун. Так, в основном гаски бутин, гаски киком нах бутига подписчик. Так, ишта شيء رقيت شو ده نو ديبورت يوم قالنا لورد سوازي ولا أصحون شيء قايق أول ولورد دقوهم قال إيشو لوردن عودة لموات لورد وجيمس أتيغان عتسامة وعتنا رأس الدعسة يعني ووش موي لورد وإيس وإيس بينو ليلي أشتاق كديرة وسن ليلي أشتاق وإسن لوردي كراي كديرة كدات администрации, хадоя ФСБ, хадо администрации Путина, хадоя ИЛ, дис, херда дис. Ему говорят, давай Л. Может ему Кадыров говорит, Кадыровик, хайчак, Л и Талоли. Может ему свой куратор говорит. Полностью под контролем Бушун. Тянюха гнишу, нагат, шишта, лилшвол там, иделгири, хавали лили, кили, ли, орца, айджа, волстигалиш. Та неприметно беш. Үш бу куратор. Үш лилеш беш. Церкарак адят. هما ياتسير كرا وين قير ما اشتسي ويداي إدو تاك دي نو قير ببيش وشابو قيتي شو تنديلا تنديلا وقيت ديز так поехали дальше короче что Кадыров лирах ждать Кадыров такой же. И депортация, я шучу. Но что-то знают польские власти, значит. Бадыдич. Цагуш аналитик шбочи шахирбац. Ну, военный форма он. Шариат, тунядым, минядым, может, умел дешать. А дела харам, хирми, уаль. А кудуйцек, опасный, умадуаль. Подумали и решили. Все, говорю по-русски, понял. Мне тут мой... Так, мне тут говорят, Аслан, говори по-русски. Хорошо, будем говорить по-русски. Так. Аслан, ты ответишь перед Аллахом за то, что ты обвинил Тумсо в хариджизме. Я хариджизм вкладываю слово фанатизм. Этот фанатизм у него наигран. Но он делается для того, чтобы разрушить чеченцев и мусульман. Поэтому, когда этот человек каждый раз врет на меня, вот иди к нему и скажи ему, чтобы он не врал на меня. Мусульманин не может врать. Так, Ёкарный Бабай. Аслан, вчера Тумсо говорил, что он страдал в Чечне, но при этом ему не мешало выпускать пар и давать интервью ЧГТРК Грозный. Конечно, занимал должность. ЧГТРК Грозный, как можно им давать интервью? Это же очевидные вещи. А грязный ему элмадизерцуцик. А нет, да, я выпускаю пар, может. Дадол. Ишь, вайн дехал бол бешбуй махай вайн. Так, Маждада, Эдельгириев, Эфиопия, Волга, Колочия, Батрак без храма. Смотрите. Так, то есть вопрос, да, царь, донат на марш, обращение к Тумсо. Нет никаких мы, есть ты, блогер, и нохчихам, дал это боевой тулам, вайц хирбухун, Аслан, шек дамавал, иншаллах. Да, мула. Да, последнее время много начали поступать вот на марш деньги. Спасибо, альхамдулилля, большое, огромное всем спасибо, что присылаете. Не столько даже, что это вот деньги, которые нам там Саид Амину нужны будут, сколько вот то, что вы вкладываетесь в это. Это очень важно. Да, и по поводу вот по поводу блогеров и так далее, да. Но чекам дал мула. Нас никто разделять не будет, и никто не сможет нас разделить. Дал мула.
Адам Гендергно. У меня один вопрос. Почему люди, которые узнали 3 года назад про Ичкерию, решают судьбу Ичкерию? Кто ответит? Так. Эдергирию Хамзат. Эдергирию Хамзат. Давана хочур. Дайла давал. Сун дин он дойшчул дин дойс сун. Он хуш дегаха сун. Хисун дин садоуза. Он ху агам ха он сун. Давала хасун сучуати гездеш сун. Гинуха. Асвайн забанит ван. Он дальше обио багелшся го. Сун дейла суиг маязди умш. Аслан дин амди. Адам ака говорит. Дал мула Адам. Ам يجدو ام يش وديش وحوش وعمد يجدو قيتر وقيت شو ده المقلع. Так. Милана Барби, Астам, меня не волнует все это, устрой меня на работу. Я работала в полиции, сейчас являюсь иммиграционным офицером. Отправить резюме. Я не могу тебя устроить на работу, так как я не имею кадров. Но я сейчас занимаюсь правозащитой, и у нас нет пока возможностей, чтобы устраивать на работу. Мы занимаемся волонтерством, пока у нас нет таких возможностей. Так, давайте дальше. Абу Муслим, пахарцу Абу Муслим. Аса уца Богы, он себя ведет так, Босс. Хаваридж, он себя ведет как Хаваридж, чтобы спровоцировать людей. Понимаете? Этот человек прекрасно зарабатывает бабки, ему абсолютно по барабану. Все остальное ему плевать, понимаете? Бабки это самое главное для него. Понимаете? Остальное это прилагает. Надо вот задачей, по ходу ты зарабатываешь бабки. Ну что, хороший бизнес. Правда, будут большие последствия. Со всей ответственностью заявляю. Так, я перемотаю. Так, Ньюс Акан. Аслан, чем на жизнь зарабатываешь? Ты же волонтер. Да, ну вот, понимаете, вот мой отпуск, который уже давно не был, с тех пор, как я уехал с Москвы, я не отдыхал практически. Появился спонсор, который вот любезно оплатил мне. Я вам не могу не показать этот прекрасный замок, который похож на чеченские башни. И вот это прекрасное озеро, которое вы видите, это на границе Швейцарии и Италии. Это озеро называется озеро Комо. Это очень красивое место. Это отсюда сейчас уже и темно, не очень видно. Но я там такие красоты увидел, которые не видел за свою жизнь никогда, я вам скажу. Я бывал в многих странах, я видел очень много красивых мест, но никогда вот таких красот я там не видел. Поэтому всех призываю посетить. И еще я хотел бы у себя в Чечне сделать вот такую же прекрасную вот, инфраструктуру. Это просто незабываемо. Очень здесь, очень жарко, правда, да. Я таком сейчас стрим веду в месте, где нет кондиционера, пока временно, но очень красиво. Очень красиво. Так что так. Так, Лев Горский, Аслан, почему, если у вас есть информация, по которой Тумстов встречался с ФСБ в Грузии, не говорится? Ведь ей можно просто перевернуть все речи этого Дзержинского. Уберегите чеченцев. Нет, я не говорю, что он с ФСБшником встречался, но я с кем-то из этих людей. И у меня эта информация поступила от разных источников, и она проверяется, требуется дополнительной проверки.
Я привожу только то, что у меня сейчас имеется, да, вот наверняка. А это в первую очередь вот эти донаты.ру, разделение нас на свой, чужой и так далее. Не надо нас делить. Не надо вешать на меня, что я тут там на кадыровцев ничего не говорю, там и так далее. И это, ну, чушь полная. Я только этим и занимаюсь, что говорю. И на кадыровца, и на Путина, и так далее. И если меня кто-то назовет противником Кадырова, я сразу же подскочу и скажу, что вас противник Кадырова. Я противник Путина и имперской России, ФСБ и преступной России имперской. Потому что мне будет стыдно, когда меня какой-то там Ванька будет называть, сравнивать с врагом клопообразного. Я не враг клопообразного, я враг хозяина этого клопообразного. Что еще мне надо вам сказать, чтобы меня обвинять в том, что я за кадыровцев? Самое главное, что больше нечего было сказать, кроме того, что я там не начал публично оскорблять там своего родственника за то, что он есть. Это нет отношений, этого достаточно. И я имею право говорить, что я хочу и что не хочу. И это не повод меня обвинять, что я там сотрудничаю с кем-то. Есть Микаил Мализаев, один парень, он назвал кадыровцев тицкш, коты, значит. Ну, можно, если на русский приблизительно перевести, шавки, можно сказать. Но по-чеченски это кошки, коты обозначает. Так вот, есть коты. Микаэль, я тебя чуть-чуть дополню, если я позаимствую твою фразу, которая ушла в народ и очень прижилась. Есть коты мужского пола, да, коты, а есть коты сицицкш, кошки. Так что не будем сицицкш. Так, Аслан, моя поддержка, один в поле воин. Спасибо, спасибо. Но я не один. Большому счастью, у меня есть друзья. Если я здесь одно слово скажу, я положу это сейчас, мне позвонят друзья, отчитают, старшие друзья, младшие друзья, делают наставления, спросят, почему ты так сказал, почему ты это сделал, почему ты то сделал. И будут четко, я не принадлежу себе и говорю, что хочу. А назови тогда, кто есть у него, назовите. Давай, обозначимся. У меня есть Хусейн Исханов, с которым я общаюсь. От и до, этот человек знает про меня все. У меня есть Ахмед Закаев, который я признаю правительством. Ну, давай ты, или других кого-нибудь признаешь. Давай там кого? Алиш, кто? Назовите. Нету. Так что ты мне не враг. Вахабенок, ты мне не враг. Враг мой, тот, с кем ты грызешься, на котором ты хайп делаешь. Я враг имперской России, и они сделали меня таким врагом. Они меня вынудили стать врагом. Я очень хорошо договариваюсь и очень хорошо живу со всеми. Я в мире никому не враг, кроме имперской России, которая убила 300 тысяч моего народа. 300 тысяч. Треть моего народа, от 250 до 300 тысяч моего народа. Вот кто мой враг. И мы будем добиваться привлечения в суду этих бандитов и террористов. И никто нам не помешает в этом. Да, мулла. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Уна ухо. Дерес хуль. Ассаламу алейкум. Это у него ник такой. И ва алейкум салам сразу тебе. Так, офицер НАТО. Аслан, и все, кто читает это сообщение, и как вы давно следите за деятелем Тумсо, ни разу хоть кто-то из вас видел из его святых уст о будущем Чеченской Республики Ичкерия, о экономическом, социальном и другом развитии? Везде мрак. Да, это мелочи. Нам до судного дня будем воевать. Нет у нас кому. Да, хотели бы все воевать. Но те, кто хотели, они воевали, погибли. Остальные же не погибли.
И нам надо сохраниться, нам надо возродиться. Государство есть. Они уже заложили 300 тысяч людей. Погибло, и десятки тысяч лучших наших парней уже заложили нам фундамент. И никто не может его убрать. Никто. И они хотят нашими руками сделать. Не получится. Не получится. Адам Гендергно, Аслан, не все погибли. Да, не все погибли. Альхамдулилля, слава Всевышнему, не все погибли. И слава Всевышнему, что они есть, и я ими горжусь. Я горжусь, что я им могу позвонить в любое время. Многим из них. Так. Ичкерия будет свободна, иншаллах, говорит Андреас Веселькавкас. Иншаллах, Андреас, спасибо вам большое, что поддерживаете. Спасибо, что понимаете нашу борьбу. Спасибо всем, кто поддерживает. Спасибо огромное украинцам. Отдельно я хочу сказать спасибо блогерам украинским, которые нас поддерживают. В каждом своем видео, где затрагивает чеченская тема, всегда выступают. Не все они владеют, не все информацией владеют, но всегда нас поддерживают. Я под этим видео выложу перечень. Сейчас идет активная атака на украинских блогеров. Заблокировали несколько каналов, по-моему, уже несколько. Дедусика, канал Дедусика, который очень сильно нас поддерживает. И многих-многих я выложу, ребят, кого. Подписывайтесь на эти каналы, распространяйте их видео. Давайте вместе, мы, грузины, украинцы, страны Балтии, все, кто пострадал, кто пострадает, кто есть, мы все должны объединиться и дать отпор этому бандитскому преступному режиму. Это террористический режим. Мы должны стать, мы знаем их, мы хорошо их знаем, и мы должны донести до всего мирового сообщества эту правду. Мы не можем молчать. Молчание преступно в наше время, и разделение друг друга преступно. Я вас прошу не разделяться, я вас прошу поддержать. Не имеет значения, какой мы национальности, не имеет значения, каких мы взглядов, не имеет значения в этой религии, какой мы религии, и в этой религии каких мы там взглядов, течений, там суфисты, там такие католики, христиане, православные, там григорианцы, кто угодно, это не важно. Есть хорошие люди и плохие люди. И вот плохие люди – это империя зла. Ничего не изменилось. Они обманули американцев, они обманули Запад, прикинулись демократами, прикинулись хорошими, избавившись от этого преступного КГБшного режима. И потом сейчас нутро скрылось. И теперь их вопрос решается на очень серьезном уровне, и мы должны приложить усилия. Без нашего усилия не сможет ни Америка, ни кто-либо донести правду, все, что мы знаем. Мы должны доносить. И сейчас украинцы на острие находимся. Мы также находимся на острие. Грузины сейчас бьются. Посмотрите, как грузины показали себя, как они сразу же вышли, показали. Сейчас украинцы стоят и будут стоять. Да, иншаллах, будут стоять и выстоят. Так что посмотрим, да, Аллах, все будет отлично. Нам нужно получить свободу, выбрать парламент, выбрать президента, выбрать, когда путинская Россия рухнет, а она рано или поздно рухнет. Мы должны, чтобы у нас не случилось кровопролитие, ввести туда миротворцев. Грузины это будут, украинцы это будут, с Европы это будут. Вводим миротворцев, спокойно выбираем, соблюдаем без приказа. Вот как сейчас, запомните ночи, как сейчас вы выполняете законы, даже если вам надо отпустить бороду, отпускаете. Второй раз жениться, не красть невесту. Это, между прочим, надо признать хороший закон. Это единственный хороший закон, который должен быть остаться. Мы же соблюдаем это. Да? Мы такие горские, такие дерзкие, там, резкие, там. Соблюдаем. Вот, запомните, чеченцы, когда придет закон, мы должны будем, закон настоящий, свободный закон придет, мы должны будем вот так его соблюдать. Когда кто-то не соблюдает, стоп, ты помнишь, как вчера нас заставляли соблюдать? Теперь мы будем по доброй воле соблюдать закон, наш закон. Вот так мы должны выбрать президента, вот так мы должны выбрать парламент. Если виноват, кто бы он ни был, он будет наказан.
И будет люстрация. Ни один человек, который занимал посты при этой власти, не будет возвращен в это. Это будет люстрация. Это очень-очень мягкий метод, между прочим. Но на ком есть кровь, тот должен будет ответить по закону. И я, конечно, против смертной казни, но если наш закон ее разрешает и суд вынесет решение, я возражать не буду на некоторых, которые реально это заслужили. Как сегодня погибший вот этот Мусаев Тамерлан, который много-много людей убил, лично убил. Так что все будет хорошо, не расстраивайтесь, готовимся к маршу. Это наша операция «Джихад-2», которую разработал Аслан Масхадов при Дудаевым. Вместе с Дудаевым они разработали, были первые репетиции. Помните, так начиналось там в марте, да? Эта операция была в апреле, Джохар погиб. Первая операция была тогда. Потом наши 855 бойцов зашли, и мы принудили Россию к миру. Сейчас мы принуждаем мир соблюдать международное право. И у нас очень много друзей и союзников. И нам надо еще больше их сделать. И нам надо поддержать Ахмеда Закаева. Наше правительство – это единственная наша легитимная власть, которая дееспособна, которая способна что-то сделать. Давайте добьемся этого вместе. Давайте не разделяться. Не пишите там на эти ролики. Они там, что бы ни говорили, мат, перемат. Никакого мата, ни в коем случае. Не показывайте, что мы делимся. Я даже с ним что-то, если скажу, мы не должны делиться. Он публично о себе заявил, я сейчас о себе публично заявляю. Мы можем как-то договариваться. Но этот человек специально занимается, умышленно это делается, неумышленно это делается. Это установит следствие, когда настанет время. Но на сегодняшний день разделение идет на руку врагу. И есть много признаков. Просто доказать, что этот человек является провокатором, которого мы, конечно же, терпеть не будем. На этом, извиняюсь, что мало отвечал на вопросы. На этом я хотел бы закончить свой эфир. Всем огромное спасибо. Я продолжу немного отдых. Скоро вернусь, и с новыми силами мы приступим к маршу, которого состоится, напоминаю, 6 августа этого года. И с Божьей помощью мы доведем это дело до конца и привлечем преступный путинский режим в Гаагу. Или же будем судить его в нашей столице, в городе Джохар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всем спасибо, всем до свидания.